Все, отойди. Опасно, зато как оригинально. Фотографий и видео печорских жителей с медведями в интернете сегодня хоть отбавляй. Этот своеобразный стихийный зоопарк, кажется, скоро можно будет смело назвать контактным. Так привыкли люди к косолапым гостям из леса и настолько не боятся подходить к ним близко. С виду милые и беззащитные животные. Какая уж тут может быть опасность? Закрываться надо. А вот это уже более разумная мысль. Сами охотники уверяют, разозлить медведя можно запросто. Лишнее резкое движение, неверный взгляд в глаза. И хищник уже воспринимает человека как угрозу. В Удырском районе от нападения зверя уже пострадал мужчина. Житель села Чернутьево вместе с сыном отправился на заготовку дров. Между работой семья решила ненадолго прерваться на перекус. Именно тогда из-за спины отца появился медведь, видимо, почуяв запах еды. Со встречными хищник решил не церемониться. В итоге мужчину в тяжелом состоянии доставили в районную больницу, оттуда перевели в республиканскую, и сейчас, говорят врачи, пациент уже в удовлетворительном состоянии. После этого случая Минприроды Коми выпустила приказ об отстреле медведей в Удырском районе. И вот теперь, не дожидаясь новых жертв, такой же документ утвердили и в отношении Печоры. Есть прямая угроза нападения медведей. В этом случае принимается решение об отстреле. Напомню, что в границах населенных пунктов имеют право применять оружие сотрудники ОВД, и наши специалисты работают в контакте с ними. В лесном фонде имеют право применять наши сотрудники оружие. А внимание к печорским населенным пунктам у медведей действительно избыточное. Появляются косолапые то во дворах, то на детских площадках. Вот лесной гость по-хозяйски осматривает оставленную без присмотра машину на обочине дороги. А вот безмятежно прогуливается по территории Печорской ГРЭС. Видишь, он к машинам подходит, кто его кормит. О, какой, смотри, какой красавец, да? О, типа, довези, говорит, меня. И действительно, приручили медведей сами местные жители. Вблизи трасс всегда есть чем угоститься, как и на местных свалках. Из-за прохладной весны грибы, семена и плоды, привычные лакомства косолапых, просто не успели появиться. О нашествии зверей в Печоре сегодня заговорили и на федеральных каналах. Проблему обсуждают, кажется, всей страной. При этом мнения о мерах безопасности расходятся. И кто-то считает, что отстрел животных вовсе не выход. В ряде случаев можно даже ставить так называемый электропастух, то есть протягивается проволока или специальная лента под напряжением, не позволяющая зверю зайти на какую-то территорию. Но это имеет смысл, когда речь идет, например, о пасеках. Практиковать такие вещи. Дальше применяются фальшфейеры, взрыв-пакеты, стрельба в воздух, стрельба по зверю резиновыми пулями, которые просто причиняют боль, но не травмируют зверя. При этом региональное ведомство объясняет, специально в лесу медведей никто искать и отстреливать не намерен. За вчерашний и позавчерашний день появлений не было. Устраивали, скажем так, условно 2 раза засады на них. С одной стороны, пошло и возмущение местных жителей в части применения оружия, типа того, что не стреляйте мишек, но опять же это будет применяться оружие только в том случае, если будет угроза. Шумовые эффекты, чтобы просто отпугнуть зверя, сегодня в Печоре тоже используются, заверили в министерстве. Главная цель – не убить животных, а обезопасить людей. Константин Куратов, Любовь Филиппова, телеканал Юрган.